Здравствуйте, уважаемые зрители и мои гости. Снова сегодня с вами я, мама Гуля. Я решила сегодня немножко покопаться во дворе. Убираться, снег чистить. Вот. Сегодня у меня выходной. И завтра выходной. Так что у меня будет возможность снимать блог хоть маленький. Вот у нас в деревне гимнастика такая. На улице тепло, погода замечательная, красота, воздух такой свежий. Помаленьку каждый день вот так снег покидаем. Каждый день вот так помаленьку раскидываем снег, чтобы быстрее растаяло. Вот так мы, деревенские женщины, мужиков бережем, сами работаем. Я шучу. Наши мужчины болеют. Андрею нельзя. Он после операции, позвоночник у него больной. Его мы бережем, любим. А дед у меня тоже болеет. Он перенес операцию, поэтому бережем мужчин. Бери больше, кидай дальше, айда работать. Не хочу. Не хочу работать. Я люблю смотреть, когда дочка моя кидает снег. Она вон в тренажере занималась в спортивной форме. Отдыхать сюда вышла мне помогать. Да. Была у меня водная тренировочка на сайте одного. Сегодня баню будем топить, купаться будем. Вот. Люблю я весну. Ветерок нежный, запах ароматный, свежий воздух. Давай поменяем еще лопату. Вот она как кидает у меня. Натренировалась. Вон там солнышко быстрее растает. Ага. Пока все тут, Роза. А? Пока все тут. На завтра ждать. На машине надо выехать. По много нельзя. Помаленьку. Хорошего понемногу, вкусного помаленьку. Вот мои елочки появились. Они спали под снегом. Раскопала их. Ага, ой, запах. Ой, прелесть. Не знаю, какая елка.
Лет 8 тому назад я покупала в магазине. Я думала, они большими вырастут. Карликовые какие-то. Карликовые, да. Потом я поняла, что они карликовые. Вот же каждый год сантиметров 5 только растет. Вот еще меньше есть. Да, еще меньше есть. Какие хорошенькие. Ой, вон они. Так, и еще. 3, да? 3. Бог любит троицу. Вот. Под снегом. Спали они. А тут что прорастает у тебя? Зелень какая-то. А здесь под укрывным материалом что у тебя? Под укрывным материалом у меня виноград. Виноград. Нормальный. Пока. Потом Так, откроем. каждый Да? год, да, потом открываем. Тут розы. Розы. Тут нарциссы. Сегодня работала здесь, подметала. Что, мои хорошие, наелись? Наелись. Познакомь, Машка. Это Машка. Машку замуж отдали. За козла. За козла. Красивый парень, но козел. Да, красивый парень, но козел. Это Даша. Это Дарья. А где Лялька? Лялька, А вон. вот Ляля. Лялю как зовут? Лялю не знаю, как зовут. Пока. Девочка, мальчик? Девочка. Попроси подписчиков. Мои гости, зрители, как будем называть Лялечку? Девочка. Козочка. Что, Даша, что? Есть Даша, Маша и третья, я не знаю кто. Здесь я мусор собрала. У нас по четвергам мусор увозят. Потом я мешки раскидаю. А здесь летом я выращиваю цыплят бройлеров. Когда они маленькие еще только будут. А потом в другое место переношу. Здесь открываю. У меня остается от сена маленькие крошечки, листья. Куры очень любят. Поэтому здесь пинают, играют, кушают, греются. Сухо там. Тепло, солнечно, да? Тепло, солнечно. О, навоз копают. Навоз копают. На правильном питании, курочки. Да. Там червяки. Почему карантин не соблюдаем? Почему выходим из своих укрытий? На свободном выгуле яйца, говорят, вкуснее получается. Да. Вот. Они здесь гуляют, греются, играют, Копается. копают. Червяков ищут, что ли? Червяков ищут. Вон, видишь? Видите, как они у меня? Вот этот навоз ты используешь, да? Для Это не навоз. А это что? Это золото садовода.
навоз. Ой, он хороший. Посмотри, как торф. Мгм. Вот розы надо кормить ими, розы обожают. Вот. Да, будем их кормить. Вообще красота. Тут уже 2 года лежит. Сверх только убираю. Там чуть-чуть посвежее. Да, свеженьких потом накидаем. Ну, понятно, что ты удобрениями не пользуешься Да, химическими, и все у тебя растет. да. У тебя золото тут. Золото. Над златом чахнешь. А здесь в сарае мы навоз кидали. А, оттуда, да? Через Оттуда, окошко. да. Ну, здесь еще можно кого-то держать. А я потом выгоняю коз туда. А, оттуда же выход есть. Да, выход есть. Ага. С сарая туда. Отсюда я их кормлю, пою. Листья кидаю. Я не выгоняю куда-нибудь на улицу, поле, потому что у нас с этим очень строго. Незаконный выгул скота. Штраф. Да, да, я не хочу ругаться с кем-то. Кому-нибудь, может, огород попадет. Мне тоже неприятно было бы, например. Поэтому я соблюдаю правила все, выполняю. Вот. Здесь вот фланга. Сейчас я вам покажу. Канализация. Ультрасовременная, деревенская. Здесь септик от бани. Выкачка происходит. Куда? На навоз. Да, все у нас на навоз. Вот септик. Там воды мало, я потому что сейчас вытаскиваю оттуда. Вот у меня вот так на навоз-то и течет. Буржуйка там, да. Это мне муж сам сделал. Здесь я варю для цыплят, для утят, для гусей. Корм варю. А летом у нас очень много яблок. А летом у нас очень много яблок. Очень много падает, портится. Поэтому варим для скота. Для кур, для коз даем накрошим. Они очень любят. Намешаем комбикормом. Это мангал. Здесь мы готовим шашлыки. И часто готовим. Самовар ставим. Это мне сделал зять Салават. Вот мой огород. Огород маленький, конечно, но удаленький. Удаленький. Но у тебя же еще отдельно огород есть. Участок 10 соток под картошку. Есть. Осенью мы копали. Весной еще один раз копать будем. Это теплица моя. До теплицы еще руки не дошли. Тут ничего еще не сделали. Может, завтра еще начнем. А что будем завтра делать? Копать? Копать? Копать будем. Надо будет поливать. Или снег кидать будем сюда. Это очень полезно. Снег, да, надо снега туда докидать, да? Да, Оно снега там будет. быстро растает и влага будет. Да. Давай завтра снега туда накидаем. Угу, вот отсюда возьмем, накидаем. Может, сегодня даже чуть-чуть, может. Посмотрим, отдохнем, покушаем. И здесь навоз. Ну, золото, то есть, И простите. здесь золото. Тоже хорошее золото. Что здесь навоз везде вот так кидаю. А если
Там много новых открываю. Там малины у меня. Здесь клубники растут. Не хочешь вместо клубники поменять? Она уже 100 лет тут растет. Не мешало бы? Но Ну, в этом году надо поменять. Клубника, она уже, ну, лет 10 точно у тебя на одном месте растет. Больше. Больше. Она, почва, она истощена, надо менять. Говорят, более 3 лет нельзя на одном месте. Надо будет придумать. Может, Может, зрители что подскажут. Вот здесь вот грядки. вот сюда. Так, вон там идет малина. И вот здесь вот небольшое такое пространство для клубники. И она там уже, 100 лет. И вот так вот и тут грядки разные. Там грядки периодически меняются. Где картошку говорю, где морковка, где свекла. И вот куда-то надо перенести, может, поближе к навозу. Туда сделать грядки. Ну, снег пусть растает, посмотрим. Тем более мне обещали прислать саженцы. Усики. Все новые посадим. А ту истребим часть. Там же не очень хорошая она уже. Или хорошая Почему? клубника. Хорошие есть. Я же обновляю. Ну ладно. Мы новых посадим куда-нибудь. Они же сразу не дадут клубники. Первый же год. А Ну, дети что будут кушать? Ну да. Это, Ну, значит, посадим. да. А потом осенью оттуда все уберем. Угу. А новые посадим на новом месте. А мне еще там, вон яблоня же есть за теплицей. Угу. Тоже земля пустует. Там тень, наверное, нет? Но там у меня помидоры росли. Ну, можем туда. Зелень. Да, вспомнила. Свекла у меня Да. росла. Горох там был еще. Горох еще был. Да. Растет почему же? А тут баня. Здесь курятник. Яйца проверь. А там гараж. Пока 5. Но там еще сидят. Вот эту стену сносить будем мы? Будем обязательно. Да, надо сносить, потому что ни туда, ни сюда. Портит вид и Здесь занимает территорию. песок лежит. Ага. Дети мои любят куриный супчик только с домашней лапшой. Сейчас я вам покажу, как я делаю домашнюю настоящую лапшу, которая не разваривается никогда. Даже на второй день тоже не разваривается. Основной секрет в том, что я не добавляю белки. Я только на желтках делаю домашнюю лапшу. Тут у меня 10 яиц, желтки только. Белки я убираю. Кладем сюда желтки. Чуть-чуть тепленькой воды добавляю. Щепоточку соли. Кладем муки. У меня высший сорт сегодня белый терем. Havalarda uçar iki akış kavurlar jilide dibreler yanıp süsene güne kanatı
Цвет желтый. Прекрасный. Сейчас тесто должно отдохнуть. Я укрываю на полчаса. Оператор свободен на полчаса. Да. Тесто полежало, стало мягко. Сейчас будем катать. Мука хорошая, белая. Белый терем. Я стелю полотенца вышные, у меня специально для кухни, чтоб лапша высохла там. Тесто тоненькое-тоненькое, очень даже чуть ли не прозрачный. Я вот полосой сюда постелю. Здесь высохнет не до конца, но где-то с полчасика полежит. И будем резать лапшу. Сейчас второй пласт я сейчас сделаю. Я никогда не забуду, когда я с сестренкой пирог мы пекли. Это было летом. Я в 4 классе училась. Сестренка у меня, Маша, на год только младше была. Она в 3 классе училась. Мы остались дома охранять. Цыплят кормить там. Мама с папой и 2 брата поехали сено косить. Мы домашние дела делали. Нам делать нечего. Думаем, что нам делать? Решили к ихнему приезду пироги печь. Чистили картошку, морковь, лук, накрошили, соль положили, перец положили туда, намешали. Начинка готова. Сейчас тесто для пирога. Положили в воду. Почему воду, не знаю. Надо было молоко. Бездрожжевое. Бездрожжевое тесто. Соль. Соды положили. Намесили.
начинили. К этому времени, когда мы учились, уже газ нам подключили, духовку мы умели включать. Включили духовку, пекли пироги. 2 пирога больших. Пирог испекся, вытащили, полотенцем кухонным накрыли, чайник поставили, родители приехали. Мы с сестренкой сюрприз сделали, стол накрыли и ждем. Мама с папой зашли, сели чай пить, обрадовались, что у нас на столе пирог. Начали кушать. Мама на папу смотрит, улыбается. Папа на маму смотрит, улыбается. И нам ничего не говорят. Мы думаем, ага, родители довольны. Потом 2 брата зашли, сели кушать. И мы сели. Только попробовали пирог. Оказывается, мы вместо соли сахар положили. Ой. А родители никогда нас не ругали. Похвалили наоборот. Вот так у нас случилось с пирогом-то. Сестренка у меня в прошлом году приехала, она живет сейчас на Вае. Все вспоминали, смеялись, плакали. Очень весело жили. Хорошо жили. Вообще тогда ни богатых, ни бедных не было. Все одинаковые были, в гости ходили. Все одинаково в школе одевались. Формы специальные для мальчиков, для девочек. Красота была. Вот так пироги научились. Потом мама нас научила, показала нам. Начали потом помогать маме. Вот такие большие пласты мама у нас по вечерам делала 5-6 пластов. Это нам на неделю, наверное, было. Чуть-чуть подросли, и мы стали помогать ей. Пласт мой высох. Теперь буду нарезать лапшу. Слышите, как хруст идет? Это значит, уже все хорошо. Вот моя лапша. Никогда не разваривается. Если приходится в следующий день разогреть суп, лапшу мою, не разварится никогда. Даже друг к другу не прилипает. Посмотрите. Красота. Вот.
и не ломается. Магазинную лапшу мы не покупаем. Там, если даже лапша желтая, там краска одна. Вот так разложу, просохнет. Сейчас вечер, а к утру все будет нормально. Я соберу. У меня специально есть тара, контейнер. Туда положу. Все. Вот. Вот. Друг к другу не прилипает даже. Вот посмотрите. Красота. На этом мы все заканчиваем. До следующих встреч. Пока-пока. Menge Gesüne